современном мире человек, который не знает, что такое манипуляция, но манипулирует, очень опасный человек, согласитесь, да? Потому что он сам, находясь в манипулятивных отношениях, может принять неправильные решения, а также и на другого человека повлиять, чтобы он принял неправильное решение. Но я не думаю, что это наша цель в общении. Ведь мы хотим общаться легко и просто, после которого остается желание общаться с этим человеком дальше. Тем более у вас впереди большой длинный путь, профессиональный, вы будете делать карьеру. Мне очень приятно, честно говоря, работать сегодня, выйти и общаться с вами, потому что от вас такая энергия созидательное, творчество, любопытство, ну прям в глазах я считываю. Меня зовут Динара Богданова, я бизнес-коуч, я более 25 лет работала в крупных международных корпорациях, в японской фирме, в американской фирме, в сфере продаж. И 20 лет управляла людьми, набирала, обучала людей. В общем-то, увидела, что люди со мной развиваются быстрее и делают карьеру профессиональнее. И в этом моя суперсила. Когда я это осознала, я поняла, что мне надо идти в консалтинг и развивать людей не только в своей сфере, в которой я работаю, а помогать развивать сотрудников и других компаний. Поэтому я перешла в консалтинг, но надо сказать, что недостаточно просто выходить и делиться опытом. Нужны еще какие-то инструменты общения с людьми, такие как, например, коучинг. Это метод развития людей, раскрытия их способностей. И здесь я сразу скажу, что не надо путать с лже-коучами, которые прочитали одну книжку или один вебинар послушали. У меня 530 часов обучения коучингу, я профессиональный коуч по международным стандартам. И когда компания выбирает коуча, она обращает внимание, в какой школе аккредитованный обучался коуч. Я специально сейчас это делаю, потому что я хочу, чтобы моя профессия была чистая и без всяких вот этих лже-коучей, которые наносят выше... По образованию? Я документовед, у меня историко-архивный институт за плечами. Но вот вернусь к коучингу, я его очень обожаю, да? Значит, плюс я бизнес-тренер, а учитывая, что я обучала людей в сфере продаж, переговорам, вы понимаете, там, за 20 лет с какими людьми только я не встречалась, очень даже известными, и с Егором Тимуровичем Гайдаром, и с Вячеславом Михайловичем Зайцевым, нашим «Красный Диор», и «Стройки диалог» тогда еще была у нас, может, помните, там был Варданян, Дахапетян. В общем, вот многие люди, с которыми я встречалась, они были моими клиентами по финансовым услугам. Значит, что касается сегодня, почему я здесь-то? Я хочу на самом деле причинить вам добро. И еще раз говорю, внести в ясность, а что такое манипуляция. Давайте определимся, что такое манипуляция для вас. Вот что вы подразумеваете под словом манипуляция? Попытка заставить человека сделать то, что тебе хочется. Ага, попытку заставить человека сделать то, что тебе хочется. Вот здесь одного моментика нету, а ему хочется это делать, тому, кого заставляют? Может быть, да. Может быть, да. Но я думаю, здесь другой оттеночек, да? Раз его заставляют делать, значит, он не хочет это делать. Или неправильно я услышала? Наверное, разные бывают ситуации. Разные. Окей. Принимается. Еще, что вы считаете манипуляцией? Принуждение, думая, что это твоя воля. Ага, то есть принуждать другого человека... Делать что-то, думая, что ты сам решил это. Если я принуждаю кого-то делать, я же понимаю, что это моя воля. Не-не-не. Не так? Человека, который принуждает, нужно заставить думать, что это то, что он сам решил. Он манипулирует массами, там, через средства массовой информации, через какие-то организации, для того, чтобы изменить, но сам он этим не занимается, но ему нужно, чтобы изменить, как-то убедить массы, делать какое-то то или иное действие или покупать тот или иной продукт. Как и корпорации, компании, например, манипулируют массами для того, чтобы продать какой-то продукт или какую-то идею. И фарма нами манипулирует. Да. Большая фарма. И маркетологи. Заходишь в магазин за хлебом, а ходишь с целыми сумками, да? Покупки, то, чего даже не надо. Спасибо большое. Еще. Это действие с двойственным смыслом.
То есть в Вот. ваших действиях вы говорите об одном, даете одну мысль, но на самом деле важна вторая мысль, которую вы скрываете. То есть, Важна вторая мысль, и да, она именно, что есть. человеку демонстрируете первую Да, мысль, да. а вторая она скрыта. Обманом, манипулируя его сознанием, подавляя его волю, делая так, как будто бы он думает, что он сам решил это Да, сделать. он думает Правильно? об одном, то, что Да, вы показываете, да, да. а на самом деле он делает Слушайте, именно вы вашу подкованы. Зачем меня пригласили на эту тему? Ну давайте сейчас каждый из вас подумает и оценит себя. Не обязательно мне вслух это говорить. По шкале от 1 до 10. Ваше понимание этой темы манипуляция. Где вы по шкале от 1 до 10 в понимании, хорошо ли вы разбираетесь в этой теме. От 1 до 10. И сами себе эту циферку поставьте. Подумайте. Я очень хочу, чтобы вы отсюда ушли с этим пониманием, и дальше эта тема будет распаковываться все больше и больше, я уверена. Потому что я вам дам ссылочки, куда, чего посмотреть и дальше, и эту тему изучать. Там непочатый край даже для меня изучать эту тему. Вот просто каждый раз что-то новое я для себя открываю. Что сегодня нас ждет в ближайший час? Вы узнаете сегодня про треугольник Карпмана. Наверняка вы слышали про такие роли, как спасатель, жертва и преследователь. Научитесь распознавать манипулятора, какие-то сигналы, уже прям сегодня вы уже получите, как манипулятор себя ведет, вот прям уже понятно. А самое главное, вы узнаете, как обычно происходит выход из манипулятивной ловушки. Конечно, я не могу сегодня вам дать в таком количестве все способы выхода из манипулятивной ловушки. Их 10. И я дам сегодня 3 демо таких момента и 3 способа, которыми мы сегодня потренируемся. Вы узнаете также 3 способа из манипулятивных выхода отношений. Сохранив при этом, ключевое слово, сохранив хорошие отношения. Ведь всегда можно сказать нет, но так сказать, что все отношения потом прерываются. Кто-то остался обиженным, недомолвки и так далее. А мы будем учиться это делать красиво и бережно по отношению к своему собеседнику. Треугольник Карпмана в 1968 году описал этот драматический треугольник Стивен Карпман. Фактически модель описывает 3 привычные роли, о которых я уже сказала ранее. Это спасатель, жертва и преследователь. Мы все играем в игры, мы их начинаем сами и вовлекаемся. Главное правило состоит в том, что приглашение происходит от одной из 3 ролей. Спасатель, что он хочет? Он хочет, чтобы им восхищались. Причем сверхвосхищались. Он же герой, он же спасает, он же предлагает какую-то заботу, услугу, опеку. А жертва, что он хочет? А он хочет сверхзаботы. Пожалуйста, позаботьтесь обо мне, подумайте, помогите, я вот такой, вы же знаете и так далее. Мы сейчас посмотрим, какие фразы они говорят. Преследователь, который хочет, чтобы его сверхбоялись. Он такой, знаете, каратель. Бывает в некоторой литературе этот преследователь называется либо агрессор, либо каратель. И тот, кто прореагировал на одну из этих ролей, вошел в игру. Давайте представим такую ситуацию. Поздно вечером вы готовитесь ко сну, и у вас завтра, например, экзамен, и вы к нему готовитесь. Представили такую ситуацию? День был очень насыщенный, вы устали, ложитесь уже, и вдруг вам звонок друга или подруги, которые, не спрашивая, можешь ли ты говорить, начинают тебе вываливать все проблемы, которые у него или у нее есть. Вы слушаете, вы прям сердитесь уже, вы уже прям себя неловко чувствуете, что у вас планы были другие, пораньше лечь, завтра утром встать, вам еще нужно успеть это, а вы вынуждены это слушать. Добро пожаловать, вы в ловушке Карпмана. Как вы думаете, в какой роли вы находитесь, когда вам такой звонок резкий, а вы начинаете слушать, при этом вы испытываете вот эти чувства? А? Какой? Ага, вы спасатель. Ага, а тот, кто звонит вам? Жертва.
Мгм. И если вы сейчас ему скажете или ей скажете, слушай, я вообще собиралась спать ложиться или собираюсь, и тут твой звонок, кем вы становитесь? Агрессор. Вы начинаете быть преследователем, карателем. А этот человек кем становится? Жертва. Жертвой. Смотрите, как в один момент вы в этом треугольнике можете из одной роли переходить в другую. Только потому, что это манипулятивный треугольник. Это ловушка, в которую вы заходите. До всех доходит эта мысль такая, которую я хочу донести, что зайти в этот треугольник можно с любой позиции. Не только со спасательным кругом. А можно быть, я же тебе говорил, я же тебе уже тебя предупреждал, не делай этого или не ходи. Это какая роль? Агрессор, конечно, преследователь. Вот такой треугольник Карпмана – это самая распространенная психологическая, социальная модель взаимоотношений между людьми. И главное, что роли меняются, это надо помнить, что точно, если вы вошли в одну роль, то через какое-то время вы будете в другой роли. Если вы вовремя не выйдете из этого треугольника, из этой ловушки. И есть такая книга, которая называется «Жизнь свободная от игр». Вы можете получить доступ к электронной книге, перейдя по ссылке на мой канал. Я такой канал начала недавно вести, сразу скажу. Называется он «Коучинг в бизнесе». Но я уверена, что там для вас тоже найдутся полезные вещи, если вы подпишетесь на меня, напишите там слово «книга», и я вам пришлю обязательно ссылочку. А вообще много разных всяких инструментов гибких для развития себя. Вы найдете на этом канале. Практика понимания. Вот чаще всего это бывает вот прям вот в семье, вот эта роль жертва, спасатель и преследователь. Ну, обычно ребенок как себя ведет. Вот здесь очень важно, наверное, еще сказать про одну теорию. Слышали ли вы о том, что мы находимся в жизни в 3 ролях? Роль ребенка, родителя и взрослого. Слышали? Эрик Бёрн. Игры, в которые играют взрослые люди. И как обычно себя ведет жертва? Сейчас мы вернемся к Эрику Бёрну. Как обычно себя жертва ведет? Смотрите. Она приглашает в игру «Спаси меня». Вот этот поздний звонок, да? Или там, не знаю, там «Ты единственный или единственный, кто может меня спасти». Мне очень всегда нравилась, знаете, такая манипулятивная формулировка на работе. Ты единственный, кто знает ответ на этот вопрос. Да? Или ты единственный, кто может вообще вот эту цепочку, родственница однажды мне говорит, разобрать, потому что вот прямо у тебя какие-то руки такие, что вот эти вот все, то, что запутано, только единственное может. Смотрите, манипуляция чистой воды, понимаете? А почему? Потому что просто можно бы сказать, слушай, пожалуйста, развяжи этот узел, а? Мне почему-то кажется, что у тебя получится. Нормально же, да? Но почему-то мы говорим, ты единственная. Что мы делаем? Мы покупаем такую, знаете, идею, что вот сейчас человека восхваляем, но у нас своя корыстная цель, понимаете? А хочет ли он это? Мы же не спрашиваем, можешь ли ты это сделать. Вопрос «можешь» подразумевает, что мы получаем ответ «да, могу» или «хочу». Что еще жертва делает? Ну, во-первых, у него такой, знаете, прям красной строкой по лбу идет. Я бедный такой, спаси меня. Да? Отрицает наличие собственных ресурсов. Но у меня же нету этого, у меня нет таких знаний, как у тебя. Ну, помоги мне сделать этот реферат. Да? Там, ну, дай мне списать у тебя вот это. Да? Ну, прям вот он такой бедняга. Вот. И он просит совета. Каждый раз, слушай, а что бы ты сделал? А вот посоветуй мне, а вот кому пойти вот с этим вопросом? Ну, посоветуй, вот такая футболка, вот где ты всегда такие вещи покупаешь? Ну, прям вот он такой бедный. Он точно, его ресурсов нет вообще никаких. Улыбаетесь, узнаете каких-то, да, своих друзей уже. Себя. И, кстати говоря, иногда себя неосознанно, да. Кстати, он не принимает решения, смотрите, он не берет ответственность, он не принимает решения и отказывается от ответственности. И он крайне зависим. А самое главное, что у него низкая самооценка, понимаете?
У него низкая самооценка. Ему кажется, что он такой крутой, такой вот, вроде он жертва, хитренький такой, а самооценка-то низкая, потому что самодостаточный человек, он сам берет ответственность и ищет способы решения любой задачи. Да, он кого-то привлекает, он может попросить кого-то поддержать и помочь, но он точно не манипулятор, понимаете? Варианты игры у него, да, конечно, но у тебя лучше получится. Да, я, конечно, могу сам сделать, но у тебя лучше получится. Смотрим дальше. А как ведет себя спасатель? Ну, это прям сама доброта вообще. Он такой, знаете, бедный, ну давай помогу, ну прям бедолага, ты без меня, ну куда ты без меня вообще? И он обесценивает жертву. Он такой, ну, слушайте, он такой, он у нас такой, он точно не сможет. Ой, она у нас такая, ой, она вот так тоже среди родственников сейчас слышу. Она у нас такая, и вот прям только почему такие ярлыки навешивают, не знаю. Да, и считает ее неспособной взять ответственность, принимать решения. И вариант игры, почему бы вам не попробовать это сделать, да, такой спасатель, да? А почему бы вам по-другому это не сделать? Он спасает, успокаивает, а жертва становится что? Зависима от него. Чувствуете? На крючок уже мы взяли. И уже в нужный момент мы скажем, ай-яй-яй, я тебе в прошлый раз помогал. Или помогал, что ты себя так ведешь-то? Неправильно, да? Такой он хитренький, этот спасатель, да. И в итоге оказывается отвергнуто, а потом проходит время, его никто не благодарит. И что он делает? Ну, у нас же благодарности никакой нет, никакого вознаграждения. Но он же, да, тогда он агрессор, да. Но вначале-то он же понимает, что... Только, пожалуйста, не путайте с моментом, очень важную сейчас скажу вещь. Что, теперь никому не помогать? Ну, сейчас кто-то из вас, наверное, подумал, ну все, больше помогать не буду, откажусь прямо. Нет, ребят и девчат, помогать нужно. Но помогать нужно с вопросом. Тебе нужна моя поддержка? Тебе нужна моя помощь? Посмотрите, что этот вопрос дает. Если я вас спрашиваю, или я говорю, слушай, ну давай я тебе помогу, ну что ты мучаешься? Или тебе помочь? Вот что сейчас чувствует человек, когда мы первый раз сказали и второй раз сказали? Почувствуйте сейчас. Вот первый раз я говорю, давайте помогу, что ты там мучаешься? Или я говорю, тебе помочь? Там, с этим разобраться, распутать. Второй раз как предложение, первый точно. А вот что чувствуешь? Вот самое главное, вас никогда не обманет ваше чувство, интуиция. Это ваше тело. Что чувствуешь? В первом варианте и во втором. Вот тогда вы манипуляторов точно научитесь распознавать. Что чувствуешь? Во втором то, что ты на равных с тем, с кем помогаешь, а в первом ты как бы выше. Да, я такое снисхождение делаю. Ну давай уж помогу. И смотрите, это очень сильно, ну, если человек осознанный, самодостаточный, это ранит. И иногда в коммуникациях мы не понимаем, господи, я ему предложил помощь, а он мне вот так ответил. Это не была предложена помощь. Помощь предлагаем через слово «тебе помочь?» «Тебе нужна моя помощь?» «Помочь себе с этим вопросом?» Это знак вопроса. И тогда вы открываете дверь человеку, который говорит, да нет, я как-то сам обычно с этой ситуацией справляюсь. Тогда диалог строится на взрослый-взрослый. Абсолютно точно было сказано. Вот. Сейчас было ли ценно вот то, что я сейчас сказала, вот этот момент очень важный, а нужно ли помогать или вообще отказываться от помощи? Вот я вам прояснила эту ситуацию, каким образом это надо помогать. Только через вопрос, только. А иначе вы задеваете достоинство и ощущение, что это была ваша идея мне помочь. Особенно, когда что-то пойдет не так, и скажешь, ну, я тебя просил, что это же ты ко мне подошел. Если это вопрос жизни и смерти, ты видишь, что здесь вот, ой, вам как там помочь? Ну, это, конечно, здесь надо принимать решение. Мы включаем здравый смысл, где это актуально, а где это прям вот реально нужно просто брать уже и помогать человеку. Да. Как ведет себя преследователь? Вариант игры. Во всем ты виноват. Но я тебя предупреждала, я же тебе говорила, что туда точно не надо ходить, с этим точно общаться не надо. И это прям вот преследователь. Он проявляет злость и агрессию. По интонации его можно понять.
Он критикует, у него речь такая агрессивная и формулировки у него негативные. Он обвиняет, и он такой, знаете, превосходит. Он такой ментор, понимаете? Он знает все, как должно быть. Это ты не знаешь. Вот прямо он так себя ведет. И он добивается краткосрочного такого успеха. Он боится долгосрочных отношений. Вот здесь и сейчас ему доминировать очень важно. Вот здесь и сейчас. А что потом будет, да, травма. И у него фокусирование на другом человеке помогает избегать решения собственных проблем. Обратите внимание вот на эту фразу. Решение собственных проблем. У него много своих проблем нерешенных. Но он почему-то вот здесь хочет важным казаться и доминировать. Понимаете? Ведь человек, у которого так более-менее все хорошо, как-то к нему сами идут за вопросом, за советом. Это нормально, такое, знаете, наставничество, менторство сейчас это распространено. А вот когда человек сам берет и на себя этот костюмчик одевает, он как-то вызывает уже иногда тоже опасения, что как бы я сейчас не оказался с ним в этом треугольнике. Понимаете? Мы сейчас подходим к тому, а как выходить-то из этих отношений? Кстати, кто узнал себя, своих друзей, родственников в этих 3 ролях? Ну, это же Макдавель, каждый человек оказывается в 3 разных ролях. А чаще всего в какой вы находитесь? Я согласна, это 3 типа поведения, которые свойственны нам. А вот чаще всего в какой вы оказываетесь? Ага, у него нет. Это такое. Помните, мы сказали, не обесцениваем, не смеемся. Ну, вот так вот человек считает. Тоже такое может быть. А вот я вот честно скажу, вот, когда я пришла в коучинг, мы как раз одно из первых упражнений у нас было «Будь здоров». Мы как раз говорили о том, что мы все такие спасатели. Особенно взрослые, мы прям спасатели, прям герои. И вот мы еще долго переучивались это делать. А у вас есть возможность сейчас узнать себя и, может быть, уже перестать быть спасателями, героями. Может быть, нужно по-другому спрашивать, нужна ли помощь и поддержка. И тогда точно вы в этот треугольник сами не войдете, потому что вы сами заходите. Чаще всего заход в эти манипулятивные отношения через спасателя. Чаще всего. Мы с вами вот некоторое время назад заговорили про Эрика Берна, про 3 роли, в которых тоже мы вообще-то проживаем. Это роль ребенка, знаете, такой сейчас внутренний ребенок, внутренний родитель, внутренний взрослый. Ну, уже слышали, да? Из всех утюгов это говорят. Эрик Берн, это его теория. Здесь очень важно понимать, когда мы общаемся в этом треугольнике, почувствовать, в какой роли я сейчас и из какой роли звучит запрос ко мне, когда меня втягивают в манипуляцию. Если из позиции ребенка, чаще всего жертва это кто? Ну, ребенок такой. У него слово «хочу» и больше эмоций. Я хочу и все, и мне это надо. А вот родитель, он такой больше про директивный метод, что надо делать. Да? А взрослый, он рассудительный. Он больше даже, может, вопросы задаст, да? А для чего тебе это надо? А ты подумай хорошо, нужно ли это тебе сейчас или попозже нужно будет. Смотрите, вот это вот умение задавать вопросы, это свойственно взрослому человеку. И когда мы общаемся и чувствуем, что начинают нас втягивать в манипуляции, что мы должны делать? Вспоминать, в какой я сейчас роли. Ой, я сейчас в роли ребенка. Я такой прям слабый, жертва, прям захожу в этот треугольник. Ага, сейчас я зашел кем? Жертвой, через некоторое время я пойду по треугольнику и буду менять эти роли. Зачем мне это надо? Да? Мы сразу отлавливаем этот момент. Подходим к самому главному. Здесь 3 варианта способа, как из этого треугольника выйти. Нужно примерить один из способов. Не могу сказать, что вся фраза прям здесь вам дается. Здесь вам дается вход, точка входа, а дальше ее можно креативненько подумать и добавить. И мы сейчас поиграем с вами в такую игру. Если вы не против, как вы
Не скучно вам? Нормально все? Кейс звучит так. Передай Андрюхе, что он трус, раз не признается. Это он сделал, а меня обвиняют. Смотрите, из какой роли звучит эта фраза? Жертва. Кто-то говорит жертва, а еще кто? Какие еще роли? Как вы считаете? Вот из какой роли сейчас это звучит? Преследователь. Еще мнения разделяются. Еще. Давайте, думайте. Иначе вы не научитесь Он считает распознавать. себя жертвой, а на самом деле спасибо. Ага. То есть он все-таки жертва. Это человек, кто говорит, передай Андрюхе, да, что он трус, раз он не признается. Как жертва одновременно. Он вроде как бы пострадал, но перекладывает ответственность. Вот, кстати говоря, вы сейчас очень верную вещь подметили, потому что там у меня на слайде, не буду крутить, когда мы в этом треугольнике, мы можем одновременно быть в двух ролях. Вот сейчас действительно звучит, как будто бы это жертва и как будто бы это преследователь. Да, заметьте, в двух ролях как бы звучит. Передай ему. Как вы думаете, какой вариант ответа подойдет? Смотрим наверх, вам видно? Подбирайте, концовку формулировки придумывайте сами. Какой вариант подойдет? Есть вариант прямой отказ, когда мы говорим, слушай, ну это твое решение, это твоя ответственность, это твой выбор, никто его не сделает за тебя. Да я отказываюсь, потому что то-то, то-то, то-то. Есть встречный вопрос, когда мы говорим, а ты сам что думаешь по этому вопросу? К чему ты склоняешься? Ну, я сейчас вам говорю, как если бы это была у нас с вами игра, где там у нас есть и фишки, и деньги, прям целая такая интересная история. И есть третий вариант – помощь энергетика. Слушай, ну ты справишься, я знаю, у тебя все получится, я верю в тебя, держись, у тебя все получится. Мне кажется, встречный вопрос. Скажи, сформулируй, давай, я тебе говорю. Слушай, передай Андрюхе, что он трус, раз он не признается. Это он сделал, а меня обвиняют. Отвечай. Как ты сам думаешь, это правильно? Или, я не знаю, Смотри, здесь сейчас не будет неправильных ответов. Мы сейчас научаемся, как в тренажерном зале. И вот эту когнитивную мышцу накачиваем, чтобы у нас получалось потом лучше и лучше. Да? Ты говоришь о том, я сейчас слышу, что какой вариант? Встречный вопрос. А как ты сам думаешь? Да? Ну такой, знаешь, смотри, вот какая штука здесь опасная. А как ты сам думаешь? Ты его втягиваешь в диалог. А тебе нужно выйти из треугольника, он тебя уже затягивает, союзником делает. На себя, пытаясь ему помочь. Это опять роль. Вот, ты понимаешь, да. И вот тут ты входишь в треугольник, и дальше у тебя будет роли меняться. Потому что ты ему предлагаешь диалог в данном случае. Но попробуй еще что-нибудь. Почему ты просишь меня передать это? Так. Он скажет, потому что я считаю тебя другом. Смотри, у нас с тобой диалог, и ты уже со мной в диалоге. А еще что-нибудь? Ты вроде как бы сочувствуешь, но при этом Да. Слушайте, хороший ответ, хороший, да. Не будет здесь желания еще что-то попробовать тебя втянуть? Нет? Вроде бы нет, да? Вроде все расставил, да. Мне тоже понравилось, спасибо. Кстати, записывайте, очень интересные, потому что потом вы эти шаблоны можете накладывать на подобные ситуации. Мы сейчас с вами, проговаривая, создаем нейронную связь. Нейронную связь, которая потом будет работать уже на такие реакции, когда вами манипулируют. Нельзя это сесть и выучить. Этому надо научиться. Да. Если ты не виноват, то тебе не о чем переживать. Ты сейчас меня в диалог, а я запереживаю. Здесь человек явно переживает. Меня обвиняют. Чувствуешь, что ты входишь с ним в диалог и в контакт. А наша задача так красиво выйти из этого треугольника, потому что он тебя уже прям вот затягивает. Какие варианты еще есть? Спасибо, Если подумайте. я отвечу как прямой отказ, то Попробуй. человек уже не будет мне Ну давай другом. посмотрим. Попробуй. Это твоя ответственность. Вот смотрите, как часто мы себя обманываем. Я сейчас вот боюсь ему грубить. А потом я сама переживаю, что же я такая мягкотелая, что же я не смогла ответить-то, ведь он же меня вот заставил. И вот да, вроде я не согласилась, а он уже передал, что там и Динара тоже о тебе такое же мнение, что ты трус. Он уже присоединил эту историю. Только из-за того, что я не проявила свою позицию.
не обозначил. Но если это человек, который мне не близок, мне это говорит, который меня не интересует, Ну, например, да. тогда тогда можно. Тогда можно, да. Тогда можно. Хорошо, спасибо. Еще какие варианты? Да. Это субъективное какое-то мнение, и я не хочу вступать третьим, ну или как-то я не хочу вступать в этот конфликт, в ваше недопонимание, быть третьим. Я бы отвечал прямо: нет, это ваши взаимоотношения. Если нужна помощь, обращайся. Что вы чувствуете в этот момент, когда вам говорят первым словом «нет»? Обиду. Обиду. Еще. Отвержение. Что? Отвергнутость. Отвергнуты. Еще. Смотрите, мы приблизительно говорим, благодаря вот этим формулировкам и способам выхода из манипуляций, об одном и том же. Фактически мы отказываем. Но у нас нету в речи «нет». Потому что слово «нет», оно для человека, видите, как и больно слышать, и ранит, и ощущение, что ты отвергаешь. Казалось бы, об одном и том же, но разными словами. И человек по-разному понимает. И главное, у нас сохраняются хорошие отношения. Понимаете? А вы сейчас словом «нет» закрываете дверь этим отношениям. Кстати, он же сам может сказать, что он трус. Но он почему-то просит вас. Вашими руками хочет сделать что-то. Зачем? У него есть такое право. Просто ему сказать: иди, поди, сам скажи, как-то жестковато. Надо чуть-чуть вот эту, такую, знаете, прокладочку сделать между тем, что вы скажете «иди, сам скажи», и чего-то. Кстати, а как вам такой вариант? Очень такой, да, деликатный и с вопросом, встречный вопрос, да, и дальше такой завуалированный совет. Это не совет, а перевод стрелок называется, да, там сам поговоришь и там выяснишь, да. Хорошо сказали, мне понравилось. То есть это был встречный вопрос, почему ты сам не это самое, и дальше, в принципе, прямой отказ, но только не это твое решение, а переговори, может быть, вы друг друга не поняли. Тоже такой отказ. Окей, хорошо. Ну как вам? Идем дальше? Ты голосовал за чужой проект. А я считала, что ты будешь поддерживать только меня. Ну, например, чей-то там проект или какая-то ситуация. Представьте себе, и вам говорят: слушай, ну я думаю, вот, там, ты вот взял сторону этого человека, да, будь это проект, ситуация. А я вообще считала, что ты будешь на моей стороне. Чистой воды манипуляция. Понимаете? Мне кажется, с таким человеком нужно не общаться, если так. Ну, слушайте, так категорично. Вы поймите, наша речь, помните, я начала с чего? Коммуникация. Эффективная коммуникация – это ключ к успеху. Нас нигде не обучают этому. И когда вы ему скажете: все, с тобой прекращаю всякое общение, он скажет: да я пошутил, да ты меня неправильно поняла, я не то имел в виду. Люди очень часто путанно говорят. Вот с чего у нас начинается коуч-сессия? Человек выгружает свой запрос, он 20 минут не может его сформулировать. Он рассказывает вот вокруг и около, пока там всеми вопросами, инструментами, методами не отсушишь, и говоришь: все-таки вот о чем бы вы хотели поговорить? И все, у него ясность наступает наконец, он говорит: вообще-то вот об этом. А 20 минут это было, вот знаете, как за деревом не видно леса. Так люди мыслят. Я сейчас вам ответила, девушка, как вам это понятно стало? Так, она не стала нужна. Идем дальше. Я оценивал по профессиональным качествам, а не по личному взаимоотношению. Мне обидно, что ты используешь наши личные взаимоотношения в таких вот манипулятивных целях. Спасибо вам большое, это очень сейчас ценно, то, что вы сказали. Вот это позиция взрослого. Смотрите, что там прозвучало. Там есть отказ, но он такой красивый, упакованный, такой завуалированный. Что он вынес, какую ценность самую главную? Что выбор проекта другого на чем основывался? На профессиональном. Понимаете, он убирает здесь личность, он не оценивает, мне Вася нравится или Петя. Я оценивал по профессиональным признакам. Еще что там вы сказали. И я буду что-то такое. Ну что, мной пытаются манипулировать. Да. Я это раскрываю. Да, и, кстати, мне это не нравится. Да. Спасибо, очень хороший ответ. Дайте такой пример приведу. Например, кто-то вам пообещал перезвонить и не перезвонил. Что вы делаете? Какая первая реакция? Наверное, человек забыл. Какая? Наверное, человек забыл. Наверное, забыл, напомнил. Очень взрослая позиция. А еще? Забыл, занят. Забыл, занят. А еще?
ждать, потом напомнить. А я обиделась. Он мне не позвонил. Либо послать его далеко. Сейчас. А я обиделась. Понимаете, смотрите, вот эта позиция, вы же в телефонном звонке, видите, как говорите, надо напомнить, он забыл, он то, он все, да? Такая взрослая у вас позиция. А здесь почему-то мы считаем, что мы его обидели, прости меня, пожалуйста. Здесь тоже взрослая позиция. Да, я выбор сделала потому. Да, и здесь нету места для обиды. Здесь есть место для профессионализма. И мы обсуждаем профессиональные вещи. А не тебя, там, Андрюха, что ты там с плохим проектом. Просто его проект оказался лучший, профессиональный. То есть вот мы находим аргументацию и логику, но при этом в начале очень важно сказать вам уж честно, почему в начале важны вот эти все слова, такие мягкие. Они у нас в коучинге называются пух. Сказать, потому что мозг не воспринимает слово «нет». Нужно зайти туда, вот, чтобы человек понял и принял через мягкие слова. Понимаете? А когда мы говорим «нет», не чувствуя вины. как? Можно просить прощения, не чувствовать вины. Тогда это не экологично. Потому что, да, когда вы говорили, я видела, что вы слегка улыбались, у вас мягкая улыбка была, вы были конгруентны с собой, что вы говорите и как вы это изображаете. Понимаете? А когда мы сожалеем и при этом хохочем, там обесценивание идет за счет улыбки, понимаете? Невербалика 60% информации. Вот я могу перед вами стоять и за счет своего языка тела вам передать разную информацию. Например, сейчас что? Что вы увидели? Представляете? Я же даже ничего не сказала. Ну, вы правильно считали, да? Вот. И человек сразу понял, что надо снимать, да? Вот. А можно с вами разговаривать, вот, пожалуйста, да? Что вы сейчас считываете? Какую информацию? Это все знают. Это открытая поза. Что именно? Приглашение к обсуждению. Вот, представляете, одна только поза, и это уже целое предложение. Предложение к обсуждению. А бывает часто, человек говорит приятные слова, при этом он вот так вот там закрывается или вот так вот, а при этом говорит там, слушай, я сожалею, что тут я там не смог или там не выбрал не тебя. Скажите, вы сейчас верите мне или нет? Кстати, только из-за того, что у меня язык тела. А если скажу, слушай, ну это самое, я сожалею о том, что, так сказать, что его проект лучше. Это было вообще сразу такое, да? Я сожалею, что его проект был лучше, и я выбрал его. Да? Это такой, конечно, прям подкоп. Знаете, если... Сейчас не забудьте, что хотите сказать. Но если с вами ведут неправильно, и вы чувствуете, манипулируете, то вы можете научиться ставить на место. Это следующий левел, понимаете? Ну, того манипулятора, который делает это, причем не хочет услышать ваш отказ, то вы можете тоже сделать ход конем. Но это только в той ситуации, когда прям вот такой же скач идет. Ну, это жесткие переговоры. Когда вот в переговорах ты участвуешь и видно, что прям тобой манипулируют, и ты можешь там встречный такой провокационный вопрос задать. То есть, опять, здравый смысл. Если ваша задача сохранить отношения, мы учимся этому. Если ваша задача в бокс играть, это тоже отдельный тренинг. Жесткие переговоры. Да, и вот тут был какой-то ответ хороший. Если это близкий друг, я бы сказала еще, что я считаю, что ты способен на более сильные проекты, и в следующий раз ты можешь победить справедливо, действительно своими силами, не основываясь на мнении людей. Отличный ответ, там начала не хватает, потому что просто так он звучит из какой роли? Конечно. Вначале все равно должен быть вход. Да? Ну, ты сам знаешь, почему я выбрал. Там, это, вот даже хотя бы, кстати, вот вопрос, он на осознанность. Человек начинает размышлять. Ну, ты сам знаешь, почему. Я уверена, что ты можешь гораздо сильнее сделать и проект создать. И у тебя точно, кстати, тут можно все три использовать. Да? Ты сам, встречный вопрос, ты сам знаешь, почему я выбрал именно его, правильно?
Ты способен на то, что можешь сделать гораздо сильнее этот проект. И помощь энергетикой, я знаю, что у тебя точно получится. Просто нужно приложить для этого все ресурсы, которые у тебя есть. Все. Такая, у тебя все получится. Да? Он говорит, ну давай. Смотри, я его уже оттуда вожу сюда, к себе. Он говорит, ну давай, и ты тогда говоришь вот это. Тогда это выход из манипулятивного требования. Понятно? Через вопрос. Еще. Есть какие-то ответы? То, что люди умеют манипулировать, даже неосознанно, это факт. Понимаете? А вот как этим управлять процессом, и как так сделать, чтобы человек сказал, слушай, мне так было приятно с тобой общаться вообще, вот я общался с вами, и у меня такое послевкусие осталось. Это вот как раз общение без манипуляции. То, что я делаю с вами сейчас. Следующий кейс. Ты по психологам ходишь, сейчас же модная тема, очень многие психологам обращаются к коучам. Всех знаешь. Кто из них самый лучший? Посоветуй, я так на тебя надеюсь. Посоветуй? Предложить в соответствии с запросом человека какого-то определенного. И с какой роли вы это делаете? Спасателя. Да? Спасатель. Могу рассказать тебе про них, спрашивай конкретно, а выбирать должен сам. Вы не сказали, я отказываю себе. Вы сказали, а выбирай будешь ты. Кстати, замена слов, а смысл тот же. И нету отказа. Смотри, могу рассказать. Это такое как бы разрешение. Могу рассказать, могу не рассказать. Чувствуете? Заход такой очень интересный. Спрашивай. Типа, я тебе расскажу. Не я ему говорю, смотри, есть вот это, вот это, вот это. Уже роль спасателя. А он говорит, спрашивай, я тебе расскажу. Чувствуете? То есть попросите еще задавать вопросы. Да. Вот этот нюансик, он очень сильный. Очень сильный. И дальше было ключевое, выбирать будешь ты. Ответственность – это практически прямой отказ. Но не я тебе не буду советовать. Или выбирать будешь ты. Об одном и том же. Но конструкция речи совершенно другая. Сейчас есть разница? Да. Спасибо вам большое, что вы смелость проявили и сказали, что вот пока непонятна была разница, а сейчас понятно, да? А если сказать, я обращался к данному специалисту по узконаправленным вопросам, которые могут тебе не подойти. Так, это что? Сейчас какая роль? Такой отказ. Отказ, да, ну какой-то такой, прям вот боимся признаться, да, что вот, ну то, чего я ходил, тебе не подойдет, ну что-то такое. Опять позиция взрослого, вспоминайте. Взрослый как себя ведет? Ну, вспоминайте. Что он говорит? Я тебе расскажу. Задавай вопросы. Кто тебе нужен? Ну, выбирать-то ты будешь. Давайте, услышьте себя. Что вы сейчас делаете? В какой роли вы сейчас? Оправдывающий какой-то, да, оправдывающий. Чувствуете, да? И такая слабая позиция, уже слабая. Он сейчас будет вас прогибать. Ну так и рассказывай давай. Я же тебя об этом и спрашиваю. Ты ходишь у нас и ходишь. В нашем окружении ты один ходишь. Давай рассказывай. Кому мне идти? Чувствуешь это перекладывание ответственности? А потом он сходит и скажет, ну вообще не специалист, а вообще. Такое мне сказали. Столько денег с меня взяли. Кто виноват? И что можем сказать в этой ситуации? Давайте, раз вы... Это пошло оправдание, низкая позиция, минусовка. Просто сказать, ну, мне кажется, я не справлюсь, мне кажется, я не сумею. Ну нет, это только из-за того, что когда делать не хочется, проще сказать, я не умею. Если у вас эта задача стоит, и вам нужно это сделать в процессе переговоров, то вы это включаете. И осознанно, обратите внимание. А когда вы неосознанно так общаетесь среди друзей со своими там, вторыми половинками, девушками или, наоборот, молодыми людьми, то это неосознанно получается, и конфликт возникает. Понимаете? Вот. Поэтому это имеет место быть. У нас в коучинге есть такая прямая коммуникация, называется, да? Которая позволяет человеку вернуть то, что я увидела и услышала.
Но это очень тоже красиво должно сделано быть. Не просто, ты знаешь, я вот смотрю на тебя, ты как-то вот подозрительно на меня смотришь. Это будет очень жестко, да? Или там, я не хочу тебе сейчас говорить контакты психолога. А можно это сказать? Слушай, я вижу, что ты хочешь, чтобы я дала ответ. Честно скажу, у меня нет желания этого делать. У меня нет желания. Килограмм 6-7 мне надо. Давайте вы контакт. Килограмм 10, да? А чем отличается? Нет желания? Да то же самое. Просто я не хочу. А почему не хочешь? Ну, не знаю, у меня сегодня такое настроение. Но здесь подводный камень, скажите, когда будет хорошее настроение. Хотя иногда, знаете, вот я замечала, вот когда общаешься там в банке, еще где-то, и вот когда люди общаются, я вижу, что там где скрипт есть, где есть душа человека, где есть профессионализм. Скрипт – это вот первые месяцы работы, и он по скрипту говорит, чуть вопрос в сторону, он теряется, он не может сориентироваться, и кажется, что он весит. А он не может, просто он еще только учится. Спрашиваешь, вы недавно работаете? Да, 2 месяца, а как вы поняли? Ну, понятно, он уже теряется. Или профессионал, который прям реально ищет способы решения твоей проблемы. Поэтому от нашей речи зависит очень многое. На каком уровне своего развития мы находимся. Через речь мы это транслируем. Вот я что хотела донести. Если вы хотите такую игру, где будут прям кейсы, где будут 10 способов, мы будем прям по карточкам с вами разбирать, игра, там, деньги зарабатываются, игровые, конечно, деньги, то, пожалуйста, welcome на мой QR-код, пишите мне, и я вас соберу в группу, и мы с вами проведем такую игру. Это талантливые люди и очень перспективные люди. И чтобы они готовились к этой жизни, вот какой жизни? Мы хотим их настраиваем, чтобы они стали все депутатами, чтобы они стали все министрами, олигархами и даже президентами. Да, вот мы стараемся, чтобы у них мечты были, сверхмечты, чтобы они о большем, о великом мечтали. И как-то вот настраивали себя на это, да. Вот, поэтому вот такие лекции им тоже очень полезны. Всегда вот, я думаю, каждый для себя что-то полезное вынесет из этого. Вот. Поэтому вот у нас такая вот политика с ними. Мы действительно с большим все потенциалом. Я объясню вам почему. Люди, которые приходят и стремятся узнать новое, их очень мало. 10%. 10% людей, которые хотят изменить свою жизнь, узнать что-то новое. Я это говорю совершенно точно, потому что я развивала многих людей, будучи директором страхового агентства. Это были предприниматели, консультанты, которые сейчас занимают высокие позиции в многих компаниях, в страховой индустрии, в банковском секторе. И таких людей, которые хотят развиваться, были те, кто не хотят. И они потом очень жалели, что прошло 18 лет, они были рядом со мной, но со мной все спорили, почему-то там отстаивали свою какую-то точку зрения вместо того, чтобы учиться. Хорошо, что они это поняли, но 18 лет прошло. А вы в начале пути, и у вас такой ресурс, вас собирают, вам приглашают спикеров, и вы можете большую сделать карьеру и сделать великие дела.